Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем наши уроки по 3D моделированию. И с сегодняшнего урока мы начнем новый раздел, новые темы пойдут у нас, связанные с освещением, с материалами, с рендером. Потихонечку начнем. Это очень большая тема. И начнем мы его с понятия рендер. Да? Это главное понятие в 3D моделировании. Это у нас вид конечного продукта, конечной картинки, которую мы получаем. Рендер делается как фотография, поэтому вот обычно, допустим, мебель, интерьер и так далее, которые вы видите в интернете, это все рендер. В рендере программа учитывает все параметры освещения, материалов и так далее, чтобы выдать наиболее реалистичную и красивую картинку. И у нас уроки будут именно этого плана, так как до этого мы с вами только моделили. Сейчас уже будем говорить о внешнем виде наших объектов. Итак, у нас стандартно, когда мы открываем новый файл блендера, мы перед собой видим куб и две модельки. Это не модельки, это объекты. Первое — это у нас источник света. Когда мы на него нажимаем, он горит оранжевым цветом, и справа в меню мы видим его название. Тут написано Light и значок лампочки. Видов источников освещения бывает несколько. Сейчас мы с вами работаем с этим видом, с лампочкой. Итак, для чего же нужен источник света? Для этого мы с вами должны еще изучить режимы вида объекта. Да? Сейчас у нас включен второй режим отображения объекта во время моделирования. Как эти режимы переключаются? Происходит это в правом верхнем углу. Мы видим такие шарики, 4 шарика, которые представляют собой разные виды режимов. Первый вид, вы с ним уже знакомы, это у нас прозрачный режим. Он чаще всего используется именно в моделировании, чтобы использовать те вертексы, которые мы не можем задействовать, либо увидеть какие-то детали нашего объекта, его внутренность и так далее. Второй режим, обычный, в котором мы привыкли работать, это режим моделирования, где объект у нас виден серым цветом, залит одним цветом. Следующее у нас это режим шейдинга. Здесь мы видим объект белым, потому что у нас нет еще других материалов. В последующем, когда мы будем объекты красить, например, цветом красным или так далее, мы это будем видеть в этом режиме. И следующий, последний режим, четвертый, это и есть режим рендера. То, как мы увидим в конечном итоге нашу модель. Она тоже серая, но в отличие от предыдущих моделей, мы с вами здесь видим тень. Чтобы еще лучше увидеть работу этого режима, добавим сюда плоскость, Shift Mesh и Plane, добавляем сюда Plane, поднимаем наш куб на поверхность этой плоскости, ставим его. И теперь наглядно видно, что наш объект в этом режиме отбрасывает тень. Тень она отбрасывает в зависимости от того, где находится наш источник света. Давайте сейчас мы возьмем этот источник света, лампочку, и попробуем подвигать. Подвинем с другой стороны и увидим, что тень у нас переместилась. В режиме рендера учитываются законы физики, учитываются законы света, освещения, то есть они имитируют настоящий мир. Поэтому свет, тень и так далее у нас работает так, как должно быть это в настоящем мире. Потому что 3D рендер всегда обычно пытается имитировать настоящий мир. Чаще всего это фотореалистичные рендеры, которые работают по законам физики. Еще раз пройдемся в третьем режиме. Видите, у нас уже исчезла тень, мы видим только белый цвет. Свет наших объектов. И во втором режиме мы
конечно, видим тень, но эта тень просто для того, чтобы мы видели объект, но оно никак не является тенью от света и так далее. В этом режиме нам проще моделить. Дело в том, что в режиме рендера память компьютера, она заполняется, то есть программа использует, Blender использует гораздо больше ресурсов, когда мы находимся в режиме рендера, поэтому туда мы переключаемся временно, чтобы посмотреть, и обычно переключаемся обратно во время моделинга. Так мы экономим ресурсы, нам легче моделить. Этот режим, ну, как рабочий идет. Следующее, для того, чтобы получить рендер, второй объект, который нам нужен, кроме источника света, это у нас камера. Камера уже у нас находится в области, вот она имеет такой вот вид конуса и имеет треугольник черный сверху. Это показывает у нас направление камеры и показывает, какая камера у нас сейчас активна. В правом меню мы тоже видим, что камера имеет надпись камеры. И как туда попасть в вид камеры, мы нажимаем нолик на нампаде с правой стороны клавиатуры и видим, как выглядит объект внутри камеры. Камеру мы также можем двигать грэбом, ставить на том уровне, как при фотосъемке. То есть мы ищем нужный угол и так далее. Теперь немножко поговорим про источник освещения. Мы сейчас выбрали с вами вот опять источник света, чтобы он был у нас активным. И когда он активен, в правом меню большом мы видим, что здесь есть меню лампочки зеленое, где мы можем с вами настраивать наши источники освещения. Во-первых, начнем с того, что источников освещения несколько, их 4. Первая это у нас лампочка, вторая это у нас солнце сан, есть источник света спот и реа. Итак, источник освещения лампочки, она имеет силу, свет и другие настройки. Нас в первую очередь интересует именно сила лампочки. Мы можем его регулировать, и мы можем сделать его, например, 5 ватт. Оно измеряется в ваттах, и мы видим, что стало совсем темно, ничего не видно, все покрыто тенью. Если мы увеличим его до 5000, уже, например, очень светло, и у нас светотеневая картинка становится очень яркой, ярко выраженной, черные, белые цвета. Также мы настраиваем любой вид лампы. Единственное, что здесь можно выделить, то что у источника солнца другой вид измерения силы. Здесь 1000 это слишком много, солнце сильное, поэтому у нас вариация здесь силы гораздо меньше, даже единица, она уже почти как лампочка в 1000 ватт, поэтому мы используем здесь параметры гораздо меньшей силы. Спот у нас тоже как лампочка, просто она лампочка в виде фонаря, видите, тут рисунок тени получается полукруглым. И аре у нас более мягкий источник света, тоже похожий между солнцем и лампочкой. Ну, на этом пока все. В следующих уроках мы с вами продолжим эту тему.